Здравствуйте, друзья! Такие... Коти. А этот с черной мордой вообще такой интересный. Ой, правда без лапки, слушай. Куда он свою лапку засунул? Коти. Так кушают. Они нас не забодают, я надеюсь. Не знаю, говорит. Да фиг его знает, что у них там на уме. Наверное. Прибежать, схватить тряпочку и все. И сказать: любимый, родной, тебе хорошо ли все видно? Я просто привыкла, что ты всегда это сам все делаешь. Ну все, Светлана, отвыкайте. В смысле отвыкаете? Я в отпуске. Прости, пожалуйста. Это, по всей видимости, путинская дача, как нам сказали. Все, тут шлагбаум стоит. Слушай, ну а тут грузовик проехал, что-то везли, значит, ему еду какую-то. Да. Служба вневедомственной охраны. В туалет все сходили? Все сходили. И подул. И по 2 раза. Зубы засрала. Ну так. О, здрасте. Тоже такой же, как и мы, видать.
Торопится. Вот они, две речки, получается, встретились, да? Вот это вот речка Урсул, а вот это река Катунь. И вот они вдвоем. Смотри, вода разная у них, да? Линию прямо видно. Пошли мы пробовать рыбачить. Тут стоит знак, что въезд на береговую линию запрещен. И стояночка там наверху. Оставили машину на стоянке и пошли сами пешочком вниз. Уху, какая красота! Топаем. Рыбаки впереди. Такой крутой спуск прямо, да? Тяжело спускаться даже. Вот ты какой, господин моральник, на котором очень много клещей, говорят, сидит. Хочется, конечно, туда подойти, но страшно. Смотри, комары летают. Вот комары. Это комары. Я их узнала. Антон рыбачит. Хочет поймать тайменя. Вот как раз здесь слияние двух рек. Вот оно. Там Денис рыбачит. Тут вот кто-то нагадил. До нас раскиданные всякие пакеты, мусор, бутылки. Короче, как везде. Вверх поднимаемся. Там речка шумит внизу. Ее не видно. Нет, видно чуть-чуть. Обалдеть. Вон она куда убегает. Речушечка. Короче, мы пришли на другой берег спасать снасти. Наши рыбаки зацепили за берег, а мы спасаем. Сегодня всю ночь лил дождь, каждый час, как зарядит. Сегодня мы едем на экскурсию. Нас везет экскурсовод Данияр. Мы его нашли по отзывам, загуглили самые лучшие отзывы у него. Больше всех. Сегодня идет дождь, и Данияр нам привез даже вот дождевики купил. 1,3, не обманывай. Ну все, мы едем. Алтайский край. Республика, вы сейчас находитесь на республике Алтай. Алтайский край — это столица, город Барнаул. Там в основном степь. Ну, горные местности тоже есть, но их мало. А у нас столица, город Горно-Алтайский, единственный город нашей республики. Численность населения республики 220 тысяч, а численность города 70 тысяч. Алтайского означает плоская подошва. Когда вот эту новую дорогу запустили в 1984 году. Проводились взрывные работы, потому что та старая дорога уже в ужасном состоянии, и там только одна полоса. Остановились. Тут такой рыночек есть. Всякие сувениры продают. Алтайские. Идем в дождевиках.
капает. А над нами, облака под нами. Поднялись на смотровую. Сейчас пойдем еще выше, сказали. Вот в таком туманчике мы в облаках. Мальчики пошли на смотровую площадку, мы не стали туда подниматься, потому что там не очень хороший подъем. И мы не рискнули. Поэтому мы здесь посмотрим на облака. Да, только что все просматривалось. Смотри, как затянуло моментально, да? Так, и вот здесь стоит памятник строителю. Смотрите, какой классный. Вот такой парень. Это строителем Чуйского тракта. Посвящается трудовому подвигу строителей Чуйского тракта, 2017 год. Чуйский тракт пролегает от Новосибирска до границы с Монголией. То есть почти что 1000 километров. От нас до границы с Монголией отсюда около 300 километров. Но вот по такой дороге не очень хочется ехать. Ну, в смысле, не по такой дороге, дорога хорошая, по дождю. В прошлом году Чуйскому тракту было 100 лет. Чуйский тракт основали бийские купцы. Это город Алтайского края, находится в 100 километрах от Горно-Алтайска. Да, мы там были. Да. Всё. Железная дорога заканчивается вот в Бийске, и до нас не дошла. Понятно. Ну да, сколько здесь. А в Барнауле, получается, ее нету уже, В Барнауле есть. Есть? Барнаул, потом Бийск, есть. потом Горно-Алтайск. Все точно. Узловые связи с Монголией, с Китаем. Ездили до Кушагача и там обменивались. Оттуда везли шелк, ткани, от нас пушнину, металл, металлические изделия. Все села, большинство сел вдоль Чуйского тракта основали вот эти купцы. Это был как перевалочный пункт. Они кормили скот, лошадей. И многие села были названы в честь этих купцов. Спускаемся вниз. Сейчас будем смотреть на какие-то самые крутые пороги 5 категории сложности. Вот это Ильгуменские пороги, если я правильно сказала. Вот такая моща. Шум стоит невероятный. Сейчас на обратном пути по мосту пройду. Покажу. Там везде моральник цветет, все розовое. Красота. Такие подснежники у них фиолетовые. Уже отцвели. У нас-то желтенькие в Якутске. Вот по такому мостику здесь переходим. Вот это моща! Красота! Куркечу кордон. Стоит с человека 30 рублей. И можно туда спуститься, посмотреть вот эти пороги. С одной стороны скала, с другой стороны река. Как они эту дорогу строили, я вообще не представляю. Я в детстве боялся здесь проезжать с отцом. Отец еще постоянно пугал. Смотри наверх, чтобы камни не упали. А я так всю дорогу сидел, смотрел, когда здесь проезжали. Вот тут скала осыпается местами. Даже большие камни. Мало что машина пролетает.
Я не была. Вот это вид! Обалдеть! И вон она, дорога пошла, по которой мы только что приехали. Красота! Просто. Там машинку видно. Далеко дорожка уходит. Вертолет летит. Его не видно почти. Но, видимо. Вот она, река Катунь, которая должна быть бирюзовая. Но благодаря дождям проливным она совсем не бирюзовая. И вот висячий мост, про который нам рассказали. Его строили заключенные в обмен на свою свободу. Они этот мост построили, им дали свободу, но они ехали и сорвались в обрыв, все погибли. Вот такая история. Катунь впадает в Бию, объединяется с Бией, дальше впадают в Обь, и уже Обь впадает в Карское море. Антон решил испробовать мост. Так пешком-то по нему можно перейти, наверное, да? А там вот действующий мост. Жесть, конечно. Мост старый. Его, видимо, тут уже ремонтировали не раз. Ой, как страшно. Ну, как страшно. Все сгнившее и даже сгоревшее. Вот это река Чуя, а вот это Катунь. И вот полоса, где они сливаются. Как прекрасно видно, разная вода. Красиво. Мы приехали в музей под открытым небом посмотреть на петроглифы. Вход стоит 250 рублей с человека. Экскурсия длится час-полтора. Там есть экскурсовод, который нам будет рассказывать. И сказали, что если экскурсовод войдет во вкус, может и 3 часа вас водить. Но думаю, что 3 часа, наверное, это многовато. Касса такая импровизированная. Ну, самые ранние рисунки тут нарисованы, это 6-е тысячелетие, это наши, это плотный каменный век. Ну, каменный век рисунков мало. Когда отсюда взяли камень, ну, когда там где-то она лежала. А последнее время, говорится, спокойно точно стало. Обратился к нашему человеку, ну, экстрасенсу, наверное, тот посоветовал вернуть обратно камень. Говорит, тух это место требует обратно камень. А к чему рассказываем? Потому что некоторые люди отсюда берут какие-то мелкие камни с собой, ну, как сувенир. Ну, скорее всего, не надо брать, потому что потом беспокоить будет. Ну вот смотрите, вот такие одинаковые рисунки нарисованы, вот один. Она разделена на 3 части. Вот это символизирует верхний мир, средний мир и нижний мир. А верхний мир не дорисовано. Вот она везде не дорисована. Ну, потому что говорят, космос бесконечно, его нельзя дорисовать. А в среднем и нижнем мире по 9 таких черточек начерчены. А 9 это число у нас
до сих пор сакральные. Ну, параллельными считается не одна. Вот если человек мало грехов совершил, то в верхнюю ступень уходит, который побольше грехов совершил, в нижнюю ступень уходит. И у нас вот такой обычай остался. Знать надо своих предков по отцу до 7-го колена. Потому что когда мы уйдем в тот мир, будем жить вместе с этими предками. А женщины, которые вышли замуж, тоже уйдут к предкам мужа. А вот если настанет черед 8-го предка, вот на этом рисунке расскажу. Ходили, мы посмотрели на петроглифы. Интересно, конечно, но лучше это делать в солнечную сухую погоду, потому что мокрые камни отсвечивают, рисунки видно плохо. Но мы все равно увидели горы в Моральнике. Красиво очень. Но сегодня у нас нет желания фотографироваться там, потому что идет дождь. Мы специально сегодняшний день запланировали под экскурсию, потому что в дождь что еще делать? Хотели рыбачить. Река грязная, полноводная. Решили съездить на экскурсию. Ну вот иногда выходим, мокнем. Но это не страшно. Откуда вы идете? Давайте Маленький возьмите, пожалуйста. большой. Можно узнать, откуда вы идете? В смысле, прям пешком иду? Ну вообще. Ну, я сейчас маршрутку вообще привезла. Я на автобусе приехала из Купчегеня. Вы Вообще, одна я из Москвы, путешествуете? да. Не страшно? Вот все спрашивают. Первый вопрос, самый популярный. Не страшно ли мне? Нет, не страшно. И вы ночуете в палатке? Ну, когда в палатке, когда в домике, да. Ворона нападает на коршуна. Какая злая ворона. Что-то он ей насолил где-то. Памятник водителям. А вот там наверху идет старый Чуйский тракт. Вот он заканчивается тут. Дорога сложена из камней. Указатель Москва 4105 километров. А дорогу вы когда смотрели? Улан-Батор 1838. Плохо видно так. Новосибирск 745. Горно-Алтайск 300 километров. Дашанта 197. На таком месте построен Чуйский тракт. С одной стороны скала, с другой обрыв. Такие снежные вершины. На водопад я решила не подниматься. Мокрые скользкие камни — это не мое. Хочу оставить ноги сегодня целыми. Мокро, скользко и по грязи по этой прямо, как Антон сказал, шлифую. В поселок Акташ приехали, Гейзерово озеро. Земля тут, сейчас покажу, ходит. Вход стоит 100 рублей с человека. И по мостику туда. Так, нет, здесь пока не покажу. Здесь просто грязь. А тут фонтан. Беседки. Гейзерово озеро. Какая вода красивая. Или рыбу, вот они прямо к нам плывут. Сейчас их плохо видно, потому что они на нас плывут. А боком, когда видно. Ну кто это такие-то? Хариусы эти, что ли? Прямо смотрела. Ну на хариуса похож. На осетра похож? Ну да, мне тоже на осетра похож. Классно. Вон они, полно их, вон там на белом фоне.
только маленьких. А, точно. Ну, на белом, в смысле, на светлом. Так, где взять удочку срочно? Идут по мостику, кидают монетки. Желание загадывают, наверное, со всех сторон. А, вон они, эти водопады, которые мы проезжали. Шумят. Такая тут хорошая дорожка. Сказали, что вокруг тут везде болото, и если упадете туда, то вас никто не спасет. Поэтому не падайте. Поэтому мы не падали туда. На территории этого парка есть такая столовка. Сели, поели. Я ее не рекомендую. Еда отстой полнейший. Но я не стала выпендриваться, потому что мальчики хотели кушать. Заказала самое простое, что можно было не испортить, шаурму, но ее тоже испортили.